Укба ибн Амр спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что принесет мне успех, что принесет мне покой. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему 3 очень кратких ответа. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: первое – научись держать свой язык за зубами. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб вошел в мечеть и увидел, как Абу Бакр, радийаллаху анху, держит себя за язык. Он спросил его: что с тобой? На что тот ему ответил: этот язык принес мне столько бед. Сколько семейных очагов было разбито из-за языка? Сколько общин? У имама Шафи'и есть стихи, в которых он говорит о том, сколько людей оказалось на кладбище по причине своего языка. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, интересный момент, на арабском языке он говорит «алейка», то есть что-то против тебя. Защити себя против этой вещи, которая может реально испортить тебе жизнь, если ты не укротишь ее. Имам Шафи'и также сказал, что если что-то и заслуживает длительного заключения в тюрьму, то это язык. Таким образом, его первый совет лежит в том, чтобы разум, то есть акль, шел впереди языка. Зачастую бывает так, что язык опережает, и мы говорим про себя в недоумении. Неужели меня угораздило такое сказать? Собственно, почему слово на арабском языке называют ляфз? В буквальном смысле это означает бросать что-то. Словно стрела. Стоит только тебе ее выпустить, и ее уже не вернуть. Стоит тебе только сказать что-то своей дочери, жене, брату, сестре всего один раз, и они запомнят это на всю жизнь. Можешь потом 10 лет просить прощения, но уже ничего не изменишь. Именно поэтому имам Шафи'и говорит, рана от меча заживет, а рану от языка никогда не залечишь. Как мы учимся говорить? Вспомните, как мы радуемся, когда малыши начинают произносить первые слоги, слова, фразы, после чего они уже не умолкают. Поэтому, равно как мы учимся говорить, нам не помешало бы и научиться молчать. Помните, в детстве нас наказывали и просили молча сидеть некоторое время. Так вот, я думаю, что многим взрослым полезно сделать то же самое. Следует для начала научиться молчать. Во-вторых, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал еще один прекрасный совет. Пусть ваш домашний очаг будет достаточным для вас. То есть пусть вам будет комфортно в вашем доме. Проводите время дома, со своими детьми, со своей женой. Пусть вам будет приятно проводить время в вашем доме. И пусть вам этого будет достаточно. Не надо стремиться всегда проводить время вне дома. Дома меньше фитны. Сходил в мечеть и домой. Будьте дома со своей семьей. Все мы знаем об инциденте Ифк. Ифк – это когда мать правоверных Айша, да будет доволен ею Аллах, была обвинена в прелюбодеянии, и слухи о ней разошлись по всей общине. Даже представить себе невозможно, каково было Айше, когда о тебе говорят такое. А теперь представьте себя на месте ее отца, Абу Бакра. Каково было отцу, когда о его дочери ходят такие слухи в общине? Согласно хадисам, поначалу Айша и не знала ничего о слухах. Но когда Айша, да будет доволен ею Аллах, узнала, она тут же спросила у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разрешения вернуться в дом своих родителей. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ей: «Иди, конечно». Оказавшись на пороге, она сильно нервничала. И, как говорится в хадисе, как только она вошла в дом, ее мать, увидев лицо своей дочери, тут же бросилась успокаивать ее. Айша рассказывает, что когда она вошла в дом, она слышала, как ее отец читал Коран на крыше. В общине не все в порядке из-за проблем в семье. Но что он предпринимает? Он на крыше своего дома перечитывает Коран. И мы сейчас не говорим, что он не предпринимал никаких действий. Просто иногда лучшее, что я могу предпринять, это сконцентрироваться на своей связи с Аллахом. Именно этим он и был занят. Он не сидел сложа руки. Просто он посчитал, быть может, пора укрепить свою связь с Аллахом. Третий совет от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и тут есть очень важный момент, на чем мы мысленно ставим упор в этой жизни. Что для нас является первостепенным? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хочет расставить для нас приоритеты. В концовке этого хадиса он говорит: «Плачьте по своим грехам». А ведь мы плачем только тогда, когда это касается наших жизненных приоритетов, и когда мы акцентируем на этом внимание. Следовательно, мне лично этот хадис напоминает о том, что в мире на текущий момент существует масса проблем, будь они глобального, общинного или прочих масштабов. При этом мое сердце должно главным образом переживать за мои грехи. Кто из вас сегодня реально размышлял над своими грехами? Если быть откровенными, то, пожалуй, только единицы по-настоящему сидели и размышляли над ними. Я уже не говорю про плакали. А мы и не заплачем, если не предпримем первый шаг и мысленно не расставим нужные приоритеты. Проблема еще в том, что мы акцентируем внимание на чужих грехах, а не на своих недостатках. Давайте же займемся своими ошибками, а не чужими. Займитесь своими грехами, своими ошибками. Итак, 3 вещи. Первое. Следите за своим языком и думайте, прежде чем сказать. Второе. Стремитесь к домашнему комфорту. Третье. Займитесь своими грехами перед сном. Задайте себе вопрос: а что я сегодня сделал? И скажите: о Аллах, как же много ошибок я сегодня совершил. Подведите итог и не ложитесь спать без этого. Не ложитесь с этими грехами, а покайтесь и очиститесь, иншаллах. Пусть Аллах субханаху ва тааля дарует нам тауфик, то есть успех.